Хочу поговорить на тему искренности. Искренность, она неподдельна. Ее можно заметить по мимике, по блеску в глазах. А конкурсы, баллы, места — это всего лишь стимул, чтобы такие, как я, обычные люди надрывались в попытке показать себя более привлекательной стороны. Но я — это просто я. Смешная, странная, близорукая. На домашнем задании я покажу настоящую себя, ведь если не в этом смысл, то в чем же он вообще? Вы помните, вы все, конечно, помните, как я стоял, приблизившись к стене, взволнованно ходили вы по комнате и что-то резкое в лицо бросали мне. Вы говорили: нам пора расстаться, что вас измучила моя шальная жизнь, что вам пора за дело приниматься, а мое дело катиться дальше, вниз. Любимая, меня вы не любили, не знали вы, что в сонмище людском я был как лошадь, загнанная в мыле, пришпоренная смелым ездаком. Не знали вы, что я в сплошном дыму, в развороченном бурей бытии с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Лицом к лицу лица не увидать, большое видится на расстоянии, когда кипит морская гладь корабль в плачевном состоянии. Земля — корабль, но кто-то вдруг за новой жизнью, новой славой, в большую гущу бурь и вьюг ее направил величаво. Но кто же из нас на палубе большой не плакал, не блевал и не ругался? Их мало с опытной душой, кто крепким в качке оставался. Тогда я под дикий шум, но зрело знающий работу, спустился в корабельный трюм, чтоб не смотреть людскую рвоту. Тот трюм был русским кабаком, и я склонился над стаканом, чтоб, не страдая ни о ком, себя сгубить в угаре пьяном. Любимая, я мучил вас. У вас была тоска в глазах усталых, что я пред вами напоказ себя растрачивал в скандалах. Но вы не знали, что в сплошном дыму, в развороченном буре быть и с тобой мучаюсь, что не пойму, куда несет нас рок событий. Теперь года прошли, я в возрасте ином, и чувствую мысли по-иному, и говорю за праздничным вином хвала и слава рулевому. Сегодня я в ударе нежных чувств, я помню вашу грустную усталость, и вот теперь я сообщить вам чусь, каков я был и что со мной сталось. Любимая, сказать приятно мне, я избежал падения с круч. Теперь в советской стороне я самый яростный попутчик. Я стал не тем, кем был тогда, не мучил бы я вас, как это было раньше. За знание вольности и светлого труда готов идти хоть до Ла-Манша. Простите меня, я знаю, вы не та, живете вы с серьезным, умным мужем, и не нужна вам наша маята, и сам я вам ни капельки не нужен. Живите так, как вас ведет звезда, под пущей, обновленной силой, с приветствием вас, помнящей всегда. Знакомый ваш Сергей Есенин. Спасибо.